а потому что мы прежде всего понимаем, что наша... Здравствуйте, меня зовут Афанасий Иван, я являюсь оператором беспилотного летательного аппарата. Вот сейчас представлен беспилотный летательный аппарат российского производства, он называется ЗАЛА 421 16ЕМ. Он производится в городе Ижевске на заводах концерна Калашникова. Состоит, вообще называют не сам самолет, а комплекс, потому что в комплексе уже комплекс состоит из самого самолета, наземной станции управления на базе компьютера и зарядной станции для зарядки аккумуляторов. Максимальная высота полета у него 3 километра 600 метров. 3 километра 600 метров? Да, 3600. Угу. Минимальная высота полета у него составляет 40 метров. 40 метров? Да. Потому что с 40 метров мы уже переходит в режим посадки. Угу. Максимальная скорость его 120 км в час, крейсерская скорость 70 км в час. Минимальная скорость заваливания в штопор 55 км в час. 55 км в час. Если ниже 55 скорость упадет, он может просто завалиться. Потому что планировка и вот этот вот так планировка фюзеляжа называется летающее крыло. То есть именно вот эта планировка не позволяет ему летать на низких скоростях, а именно на средних скоростях. Запускается он с помощью эластичной катапульты. Пол забивается в землю, туда зацепляется катапульта и двумя концами цепляется вот за эти крючки. Зацепившись, вот они, зацепившись, вы ее растягиваете и по команде оператора отпускаете. Если он не реагирует, уже пробуем болевой прием. Дверь закрывайте. Дорожно-транспортное происшествие вам показывает, да, как мы работаем в дорожно-транспортных происшествиях. Что в первую очередь происходит? На пульт дежурного поступает вызов от очевидцев или пострадавших, что они попали в дорожно-транспортное происшествие. Дежурный выходит на старшего смены. Мы бы вам показали, мы хотели на машине показать, но машина у нас уехала на вызов. Поэтому мы сейчас покажем так, без машины. Понятно, да? У нас гидравлическая станция, но мы будем с прожим ножницами работать. Вот. Значит, на пульт старшего поступил вызов, старший берет адрес и приезжает на место дорожного происшествия. Да? Приехали, старший выходит из машины, делает разведку, производит разведку. По рации оперативному говорит, что пострадал один человек, пассажир в дорожно-транспортном происшествии. Ставит задачи спасателя. Спасатель Андреев Илья, расставляешь конусы. Производится, то есть мы делаем сейчас опасную зону и безопасную зону, чтобы нам не мешали работать. Потом производится стабилизация автомобиля. У нас уже все расписано, кто что делает. Стабилизация автомобиля производится для того, чтобы она не опрокинулась и не покатилась. Дальше еще хуже не было. Дальше мы производим, значит, отключение электричества. Проверяем теперь ГБО. ГБО отсутствует, то есть газового оборудования нету. Разбивается заднее стекло, убирается стекла, через заднее стекло проникает спасатель, накрывает пострадавшего. Откручена 4-я стойка. Крыша запрокидывается.
Относятся носилки. Накрывается опасно. Значит, чтобы быть спасателем, надо быть гражданином Российской Федерации, совершеннолетним, прошедшим обучение, сдавшим зачеты. Обязательно медицинскую комиссию надо пройти. Значит, первая степень у нас просто спасатель. Значит, человек, если поступает на работу, мы с ним проводим обучение по программе первоначальной подготовки спасателя. Желательно иметь какую-нибудь профессию. Водитель, смежная профессия у спасателей: водители, стропольщики, мотоциклисты, водители вездеходов, моторные лодки. Короче, очень большой список смежных специальностей. Дальше. Чтобы стать спасателем 3-го класса, надо отработать 3 года просто спасателем и иметь обязательно категорию Б водителя. Чтобы стать спасателем 2-го класса, надо еще 3 года отработать и иметь 2 смежных профессий. То есть водитель — обязательная профессия, и, допустим, водитель маломерного флота, на лодке ездить, или на буране права иметь, или крановщиком быть, или стропольщиком дополнительно. Это уже, чтобы, значит, стать спасателем 2-го класса, надо проработать 6 лет. Чтобы стать спасателем 1-го класса, еще 3 года надо проработать. И иметь 3 уже дополнительно профессии смежных. Плюс к этому медосмотр, зачеты, физподготовка. Но эта физподготовка у нас постоянно принимается. Вот, значит, практически получается, чтобы стать спасателем 1-го класса, надо отработать 10 лет в нашей службе. После этого только, возможно, вызовут в Москву или в Иркутске. У нас самая высокая категория — спасателя международного класса. Значит, обучение на спасателя международного класса проходят только те люди, кстати, имеющие высшее образование обязательно, иностранный язык и 10 лет отработать в службе. Едут в Москве, 2 месяца в Москве учатся, и потом только еще неизвестно, сдают там экзамены, и неизвестно еще присвоят им, не присвоят, спасателя международного класса. Вот в таком плане. Ну, ты неправильно делаешь. Молодец. Человеку взрослому может делать таким образом. Документы всегда с собой должны быть. Мы уже выходим, да? Сейчас в автобус сядем. Займем самые прекрасные места и будем сидеть кайфовать. Да не, почти мы же это самое последним выходим. То мы уже разобрали. Так там автобусов-то не 2, там 3 вроде. Сейчас посмотрим. У меня рюкзак и вот такая сумка. А у Зорика вот спальник. У него спальник огромный, капец, как моя сумка. У меня спальник здесь и там несколько еще чуть-чуть вещей. У него вот.
Это камин называется. Я был сначала свою тархун, ни хрена себе. Сколько он стоит? 49. Нормально. Да, столовая, спортзал. Короче, вот такая шняга 50 рублей стоит. А у меня вот ушки 50 рублей тоже. Внутри, значит, кетчуп, колбаса и огурцы только. Вот за это все получилось 100 рублей. Кафешку надо нахуй нормально найти. Но. Блять, кто это будет кушать? Я не знаю, нахуй, что это. Сам купил, сейчас буду кушать. Расположились, будем ночевать 2 дня. Как говорит наш тренер, в спартанских условиях. Я здесь буду. Спальник вот так поставлю поперек. Пацаны мяч играют. Я сейчас по телефону буду разговаривать. Да? Ну, братан, выживание спартанское. Спасибо, Саня, мне маме. За такой вот красивый этот. Панда? Не панда! Панда? Не панда! Не панда! Короче, нам дали вот такие вот памяти Андрея Павлова, участник. Вот. Это считается вообще? Нет, что это? Не, чисто. Зорик, пасуся. Ходят. Кто-то там подходит. Здорово. Здорово. Да. А тут уже потихоньку подходят. Вот ринг. Отсюда можно смотреть. Да, вот судьи подходят. Вот наш тренер будет судить. Все готовятся. Бои уже начались. Вот. Всего Афоне все дела сидят. Че, готов? Это что? Да, готов. Что? Да. Сегодня в нашей программе 20. Разрывает, Пашка влетает, просто Пашка влетел, раз, все, ушел в защиту. Так. Паша начинает. Locked in my room, 4 black walls, tied the noose, no recall, no result, fuck withdraw, rather shoot up till I fall. Murder on call with the fight now, 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers say the dinner every nighttime? Smoking that dope off the floor, let me bump. Hopefully don't come, don't fuck with y'all. Sprite paint the walls with blood and whatever. Drag you outside, let you rot in the weather. I don't think I can explain any better. I'm scared from the terror and live for the lesson. My birth was an error. Dying the Lord who got me down. I lost my breath, just brought me down. He's standing up in the bed. Don't let my rope in my neck, and I woke up choking from the hole in my chest. Some of my bed is just fucking the dope every day. Got a lump in my throat, and I feel my lungs go smoke. I'm blooding the fuck off these souls and they're pumping their throat. Get the fuck away from me, I hate all of you, thankfully. You was never made for me, thankfully I tried to see past all the lies, the righteous sins. I shake my knees and walk the plank and breathe.
Чё ты останавливаешься? Они вечером. Вечером-то заканчивается. Чё? В большом зале это будем ночевать, так как в старом, где мы ночевали вчера, там было очень холодно. Поэтому мы здесь будем спать в спартанских условиях. Вот. Иван Олегович подошел на штейне. Чарам. Доброе утро. 10 часов. Вот такое вот оно. По туману можно судить то, что на улице минус 40 градусов где-то. Петрова. Волшебные мелодии.
красу, милую красу. Ой, да пойду по свету, как за зимою лето, я за тобой, суженый мой. Ой, глубоко кринится, ой, холодно водится, девица, красавица. День над водою, под луной, молодою засияет. Сегодня мы выберем сильнейших. Дамы и господа, встречайте. Международным подводным посвященным единоборством будет признан глава Республики Саха-Якутия Сергей Батюк. Добрый вечер, Якутск! Приветствую всех любителей спорта Кубок Илдархана Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, соревнования проводятся в соответствии с Саха-Якутия. Борисов. А также президент Федерации современного банка. Ровно год назад мы впервые провели международный турнир по современному банкодиону. И тогда мы вместе с вами договорились о том, что мы будем поддерживать это направление единоборств. И мы установили, что ежегодно будем проводить именно международный турнир на Кубок Илдархана Республики. И этот день сегодня настал, первый день проведения такого турнира. Уважаемые товарищи, в республике любят спорт. И почему? А потому что мы прежде всего понимаем, что наше развитие, наше будущее связано нашим здоровьем, физическим крепким здоровьем, связано с сильным духом. Для того, чтобы человек понимал, какие задачи перед ним, ситуация, которую он встречает по всей своей времена. Вызовы очень сложные, очень тревожные, и мы должны быть готовы к преодолению таких трудностей. И сегодня, именно проводя такие соревнования, именно воспитывая сильный дух. Слово предоставляется президенту Федерации современного банкодиона МЦП Дмитрию Александровичу Конькову. Дамы и господа, территория воинов, отсюда вышло много бойцов, великих бойцов, олимпийских чемпионов. И я знаю, что вы оцените этот вид спорта и оцените то, что мы сегодня вам покажем. Спасибо большое, что вы нас поддерживаете. И хочу спасибо сказать правительству Якутии и лично Егору Афанасьевичу за эту поддержку. Махтал, господа. Уважаемые дамы и господа, звучит гимн Российской Федерации и гимн Республики Саха-Якутия.
что вы видите отборочный бой на турнире Road FC с призовым фондом для победителя в $1 миллион. Поддержите спортсмена! Жек, вторую дай забрать! Вот так! Жек, 1,5 минуты осталось! На бок его, на бок переверни! На бок, вот сейчас! Жек! Жек! Да! Давай! Лазин! Городок! 엉덩이 파이팅, 겨드랑이 파이팅, 겨드랑이 붙여 마, 등 다지 마. 그렇게. 엉덩이 빼고, 한번 노래 일단 노래, 한번 들어, 한번 들어와 노래. 야 노래 안 돼. 실패했다 말이야. 빨리 다리 세요. 느낌이 다리. 머리 들어가면 안 돼.